Ветхие мосты в Икажеве. Вот что беспокоит больше всего местных жителей. Волнуются за себя и своих детей, которые ежедневно вынуждены на авось добираться до школы. Ситуация усугубляется при непогоде, грязь размывает тротуары, а это еще один прецедент – угроза ДТП. Кто и когда займется решением проблемы, разбиралась Диана Дударова. Последние 20 лет, после шлаки. И мост в плачевном состоянии. Это видеообращение жителя Икажева с просьбой обратить внимание властей региона на проблему села появилось на этой неделе во многих новостных пабликах в соцсетях. Трудности пересечения моста на улице Жабагиева появились и давно. Об этом свидетельствуют отзывы и других пользователей. Разделили крик души автора и поддержали обращение десятки других жителей. Здесь же поделились своими историями. Я 11 лет по этому мосту в школу ходила. Каждый день с ужасом, замиранием сердца переходили этот мост. В одно время произошла авария. Половину бордюра снесли. Приходилось на дорогу выходить, чтобы перейти кусок, где нет бордюра. Очень тяжело было добираться до школы. Я помню, как девочка из младших классов сорвалась и повисла на этом мосту. К счастью, подоспевший мужчина спас ее. Эти комментаторы оканчивали школу еще в нулевые. Ну а мост пересекает уже новое поколение школьников. Дождя и слякоти, конечно, сегодня здесь нет, но картина с 2000-х годов практически не изменилась. Назвать это тротуаром для пешеходов, конечно, сложно. Мало того, что проход узкий, так и все ограждение ветхое и почти развалившееся. Впрочем, как и сам мост. Построен мост более 50 лет назад. Местные жители делятся. В холодную погоду особенно тяжело добираться до пункта назначения. Грязное месиво просто смывает тротуар. Здесь же рядом расположена мечеть. Нередки случаи, когда Дом Всевышнего приходится переступать в запачканной слякотью и лужами одежде. Также мост нуждается в расширении. Количество машин со дня его постройки увеличилось. Вместе с этим и случаи ДТП. В общем, узкая проезжая часть, аварийный мост и неблагоустроенная прилегающая территория. Картина центральных улиц одного из самых больших сел по численности и площади республики. Местный муниципалитет средствами на такие масштабные реконструкции не располагает. Представители администрации заявили, еще несколько лет назад поднимали этот вопрос на республиканском уровне. Приезжала рабочая группа с правительства, проводили экспертизу. Однако проблема до сих пор остается незакрытой, а документального заключения проведенной проверки никто не видел. Без него и Ингуш-Автодор не может провести ремонт дороги. Эти мосты, они республиканского значения, можно сказать, даже федерального значения мосты. Здесь мы можем только обращаться, администрация может только обращаться, чтобы сделали мост или там провели экспертизу, насколько мост соответствует. Мы можем только со своей стороны обратиться. Мы и обращались раньше. Обращались, они приезжали, посмотрели, составляли акт. Тогда еще они говорили, что будут его реконструировать, этот мост. Но когда, что нам не говорят. Остается надеяться, что эту проблему будут вновь выносить на республиканский уровень. И жители дождутся реконструкции, прежде чем появятся новые пострадавшие от ветхих сооружений. В Икажево протекает еще одна река – Сунджа. Здесь же сложная ситуация с еще одним ветхим мостом. Проблемы, конечно, схожи с предыдущими. Переживания за безопасность школьников, которые вынуждены пересечь его, добираясь до школы. Слякоть, грязь, узкая проезжая часть. Жители делятся. Тревожно наблюдать, когда его переезжает тяжелая техника. Каждый год хатмалвин поча хатвин чана, я туада даяхаш, да иха уз малуа поча. Ханди туада даяхаш. Ах, я туадури уз алюрты сурхоты уз ол дачак бя даму ухинах. Жалобы вполне обоснованы, ведь построен мост еще в 60-е годы, свое отслужил. Однако в этом случае можно порадовать местных жителей доброй вестью. Проблемой на участке автомобильной дороги трассы Кавказ и Икажево-Сурхаки занялись вплотную. Ингуш-Автодор уже подготовил проектно-сметную документацию. Сейчас она находится в госэкспертизе. После подтверждения всех заключений незамедлительно планируют приступить к реконструкции. Учитывая высокая интенсивность на этом участке дороги и то, что мост построен, не могу сейчас утверждать в каком году, мост пришел уже, как говорится,
непригодность. Он не отвечает ни по каким параметрам, не соответствует. Проектируемого мостового сооружения. Это будет проезжая часть 11,5 метров, 2 полосы по 3,75, по 2 метра будет полоса укрепления, полоса безопасности. Ну и будут пешеходные переходы, пешеходные дорожки с обоих сторон. Проблемы здесь не только на самом мосту, но и за его пределами. Нет тротуаров для пешеходов на одной стороне, на другой их практически не осталось из-за машин, заезжающих на заправочные станции, которые расположились в жилом массиве. Местная администрация заявляет, вопрос благоустройства не останется без внимания. Если будут делать реконструкцию, тут придется делать тротуар, начиная оттуда. Тут дети ходят в школу. И отбойники, или как, не знаю, специалисты там, чтобы не загрязняли пешехода, тут надо будет установить эти отбойники или как-то они, чтобы могли дети проходить по этому мосту. В общем, конкретными сроками работ сейчас местных жителей порадовать не могут. Формальности таких процедур, как известно, требуют времени. Ну а пока придется запастись терпением и переходить мосты осторожно, особенно в дождливую погоду. Диана Дударова, Джамалейл Тамасханов. Новости 24.